Hatırsko suaylar. Akır yapso ayuzşa. Alхра Коран сарафи фистит исулшаз зихзаз сызхимзаз ату хшала свайву. Яха ариайва насыгзойд. Юшукси бжаки рабха шумаца уразы агурагара сыфтит. Сарахайвлар зигир рабха туба звит, уэ туба сагак нукойд. Изгиргу ицхо сахарстаху конструктивла аус ицура сгуй топ аус рыцезвойд. Апсны яхо айвлар ирухо яшто сизлум хау амчра. Хатыр ско юсша. Ишукси бжаки ирлагзен харай халшейт а финанс экономика пи а банк пи усх паракны а губзирах чра а культура а шартадара архартала айт такра кушпакы. Апхакат пи ачараз а васхыр аштетара хачу. Фарада дара яхпрхагахит ишукси бжаки يحاز أشيم زربابس حزنو أمي أخوكو أحنتكرر غورا أو عرب ستازارا أيختبرا يحط ساي таман швалара айтгалара. Уважаемые граждане Абхазии, дорогие друзья, перед выборами я обещал, что в середине президентского срока отчитаюсь перед гражданами Абхазии о том, чего нашему государству удалось достичь и на чем еще предстоит поработать. Прежде чем начать нашу сегодняшнюю встречу, хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с сообщениями о ситуации с электроснабжением. Нештатное отключение электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на линии Очегвара. Для устранения причин аварии были приобретены необходимые материалы, оговорен переток электроэнергии на период ремонта. Начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось. В настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых произойдет в ближайшее время. Временное отключение электроэнергии производится для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствие перетока электроэнергии. Столь же важным вопросом, актуальным в связи с происходящими в мире событиями, является вопрос обороноспособности нашей страны. Хочу вас проинформировать о том, что руководством страны предпринимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности нашей Родины. Меры организационно-штатного характера, повышение уровня мобилизационной готовности, обеспечение вооруженных сил дополнительными видами вооружения и специальной техники, материально-техническое обеспечение. Все остальное не считаю возможным говорить публично. Прошло 2,5 года со дня моего вступления в должность. Они были непростыми. Прежде всего потому, что наша страна, как и весь мир, столкнулась с эпидемией неизвестной ранее коронавирусной инфекции. На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан, наших врачей, волонтеров, предпринимателей и всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу. В течение 1,5 лет были серьезные ограничения наших контактов с окружающим миром по всем направлениям и на всех уровнях. Несмотря на связанные с пандемией сложности, мы двигались вперед. В 2021 году, впервые за послевоенные годы, мы перевыполнили планы по доходам государственного бюджета. Имеются все основания быть уверенным, что и в этом году тенденция сохранится. Увеличивавшиеся возможности нашего государства, которое в первую очередь должно выполнять свои социальные обязательства перед народом, позволили нам оказать адресную помощь более чем 8,5 тысяч нуждающихся граждан. На эти цели уже направлено около 700 миллионов рублей, и мы намерены последовательно увеличить эту сумму. Адресную безвозмездную помощь для решения различных жизненных ситуаций
получили 7 тысяч наших граждан. Более 1 тысячи граждан получили средства на осуществление безотлагательного лечения за пределами Абхазии. Более 450 молодых людей получили возможность обучения благодаря этим средствам. Одной из главных задач мы считаем обеспечение общественного правопорядка и безопасности граждан и гостей нашей республики. Безопасность – это основа развития и важнейшая составляющая инвестиционного климата. Отрадно, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к нашей стране. У нас 2 морских порта, есть транзитные возможности. Сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта. Уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт. Крупные инвестиционные проекты реализованы во многих районах Абхазии. Открыт ряд туристических объектов. Это стало возможным благодаря частным инвестициям. А значит, в нашу страну и наше будущее верят. Уважаемые сограждане, все это время я чувствовал вашу поддержку. Я всегда открыт для диалога, всегда прислушиваюсь к аргументированной критике и готов обсуждать важные для республики вопросы и варианты их решения с самым широким кругом общественности, в том числе оппозиционной. Я присягал всему народу Абхазии и служу ему, поэтому и слушать я буду всех и намерен взаимодействовать с конструктивно настроенными людьми. Ограниченность сбыта продукции. Мы работаем, чтобы создать будущее нашим детям. Наша страна должна быть комфортным, безопасным и желанным местом для жизни нашего народа. Наш путь – выбраться из стагнации и застоя к развитию. У нас нет права свернуть с выбранного пути. На этом пути мы будем укреплять основы абхазской государственности, хранить и сохранять наши обычаи и традиции. Мы должны быть открыты к тем, кто открыт нам и признает нас, кто хочет сотрудничать с нами и строить долговременные, надежные и честные отношения с нашей страной. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Мы естественные союзники и будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов 2 стран содержанием. За прошедшие годы нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в сфере конституционного законодательства. Главное, нам удалось во многих отраслях справиться с негативными тенденциями и подготовить почву для дальнейшего развития. Важно работать над фундаментальными проблемами, тем, что составляют основу нормальной жизни государства и общества. Это дороги и электросети, водоснабжение и иные коммуникации. Это все то, без чего не может функционировать современное общество. За этот период значительное внимание уделялось дорожной инфраструктуре в городах и районах Абхазии. Всего было отремонтировано 106 километров дорог. Для наглядности отмечу, что это примерно расстояние от Сухум до Псоу. Были отремонтированы 6 мостов, 5 особо опасных оползневых участков были оборудованы подпорными стенами на сумму более 240 миллионов рублей. Были проведены работы по водоснабжению и канализации общей протяженностью порядка 160 километров. Это расстояние от Очимчири до Псоу. Помимо этого были обустроены очистные сооружения в Гагрском и Гудаутском районах. Город Новый Афон впервые приобрел централизованную систему канализации, что позволит предотвратить сброс неочищенных сточных вод в море. В селах Куланрхуа, Абгархук, Звандрыбш, Имгудзрхуа были обустроены резервуары для воды и проложены водопроводы. В Агудзере, Гульрипше, Мачаре, Каштаке также были проложены водопроводы. В селе Мук обустроены 2 водозабора
и пробурены скважины для питьевой воды, также скважины пробурены в селе Тамыш-Ануарху, в отдельных районах города Сухум, города Творчал и Гагра решен ряд вопросов водоснабжения и водоотведения. Не менее 40 тысяч граждан, проживающих в городах нашей страны, наконец-то получили круглосуточный доступ к чистой воде, и у них перестала протекать канализация. Порядка 15 тысяч жителей наших сел также получили доступ к чистой питьевой воде. Более 1 миллиарда рублей ушло на эти цели, и речь идет о базовой инфраструктуре, без которой экономика страны не сможет развиваться. Более 1 миллиарда рублей было потрачено на приобретение и монтаж порядка 160 километров кабеля и провода, на реконструкцию и капитальный ремонт 3 электрических подстанций, замену 13 трансформаторов. Наши электросети работают на пределе своих возможностей, и без больших вложений в их ремонт и развитие мы можем вообще остаться без электричества. И именно поэтому столько денег приходится вкладывать в энергетическую инфраструктуру, которая изношена более чем на 80%. Решение этой проблемы, исходя из наших бюджетных возможностей, не существует. Для выведения энергосистемы из кризиса по расчетам специалистов, проведенных в 2017 году, требуется не менее 20 миллиардов рублей, при том, что доля собственных средств в государственном бюджете Республики Абхазия составляет всего 6,5 миллиарда рублей. Выход из сложившейся за долгие годы энергетического кризиса потребует глубоких реформ в отрасли, привлечения десятков миллиардов рублей. Но главное условие должно оставаться неизменным – это сохранение ключевой роли государства в управлении энергетической системой. Невозможно улучшить качество жизни без доступных медицинских услуг, и это направление работы для нас является важным. Впервые в современной истории наша страна столкнулась с глобальной инфекционной эпидемией, и на борьбу с этим недугом с 2020 года по 1 июня текущего года было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей. Куда были направлены эти средства? Это расходы на дополнительную оплату труда медработникам, которые составили 281 миллион рублей. Далее расходы на функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ, основного учреждения в системе борьбы с инфекцией, на медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы. На их приобретение и поставку было выделено 503 миллиона рублей. Помимо самих медицинских учреждений, нами было принято решение максимально обезопасить учебные учреждения и иные объекты социальной инфраструктуры, для чего были приобретены аппараты по обеззараживанию воздуха, ультрафиолетовые облучатели, рециркуляторы на сумму 4 миллионов рублей. Были приобретены 30 кислородных концентраторов, аппараты ИВЛ на общую сумму 24 миллиона рублей. Также было выделено на приобретение передвижных рентгенодиагностических цифровых установок, оснащение 2 ПЦР-линий для диагностики инфекций, медикаментов, аппарата УЗИ, для инфекционной больницы, средств индивидуальной защиты, медицинского инструментария, инвентаря и прочих расходных материалов сотрудников 463 миллиона рублей. Еще были расходы на приобретение рентгеновской трубки для томографа республиканской больницы 1 миллион рублей, приобретение и монтажа оборудования для родильного дома 7 миллионов рублей и так далее. Размещение граждан, находящихся на карантине, а также размещение на территории пансионата «Айтар» мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России потребовали ремонта госдачи Кабинета министров, помещений и территории стоянки при гостинице «Айтар». Все вместе это обошлось бюджету 28,5 миллиона рублей. Повторюсь, это все было сделано за счет нашего государственного бюджета. Мы справились с эпидемией общими усилиями. Большой вклад в борьбу с недугом внесли наши граждане, оказавшие существенную финансовую помощь. Это наши друзья, бизнесмены, меценаты. Особо хотел бы отметить вклад Хазрета Меджидовича Совмен. Об этом говорит и статистика. За время пандемии заболело 57 700 граждан Абхазии. Вылечилось 57 045 человек.
умерло 695 человек. Общий процент летальности от коронавирусной инфекции в Абхазии составил 1,3%. При этом в России он 2,1%, в Армении 2%, в Азербайджане 1,2%. Это показывает, что на фоне соседних стран с гораздо большими возможностями нам удалось сохранить максимально возможное количество жизней наших граждан. Также в рамках развития системы здравоохранения были проведены ремонтные работы в Гудаутской и Ткачевской ЦРБ. При этом долгостроящаяся Ткачевская ЦРБ была оснащена оборудованием и введена в эксплуатацию. Произведен ремонт в женской консультации, доме престарелых и в детской больнице. Также был произведен ремонт ветслужбы Гудаутского района. Далее идет с 2020 года поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям бюджетной сферы, в том числе в системе здравоохранения. Уважаемые сограждане, несмотря на сложности, мы уделяем внимание системе образования нашей страны. За истекший период был проведен текущий ремонт в сельских школах село Джирхва, Лыхны, Турипш, Приморском и в Гудаутской школе номер 3. Также отремонтированы Гагарская школа номер 1, школа-интернат в Ачамчире и средняя школа в селе Чулоу. Произведен ремонт в детсадах Нового Афона и Пицунды. Говоря о школах нашей страны, хочу отметить неоценимый вклад российской госкорпорации «Росатом», которая помогла открыть у нас специализированные атом-классы в 2 пицунских школах, а также в школах Сухум, Тамыш и Ткорчала. Это поможет детям в городах и селах Абхазии освоить современные технологии. На эти цели корпорации было выделено порядка 32 миллионов рублей. Хотел бы отдельно поблагодарить нашего земляка Жумбера Ткубичава, благодаря которому стала возможной реализация этого проекта. Учащиеся школ Абхазии за это время были обеспечены 195 тысячами новых учебников на сумму 82 миллиона рублей. В самом министерстве уже более 90% документооборота переведено на государственный абхазский язык. Опыт успешного внедрения документооборота на государственном языке должен быть масштабирован в центральных и иных органах государственной власти Республики Абхазия. Использование абхазского языка в государственном документообороте – еще одна гарантия сохранения нашего языка, идентичности и культурного наследия. И в системе образования с 2020 года продолжается, идет поэтапное повышение заработной платы работникам. Был произведен текущий ремонт в здании Гудаутского дома культуры имени Дасаня. Там же в Гудауте отремонтирован Государственный музей имени Сергея Платоновича Дбар. Убежден, что один из важнейших музеев Абхазии, дом-музей Нестора Лакоба, должен был быть восстановлен в числе первых, и мы изыскали возможность для его ремонта. Стоимость контракта на осуществление этой работы составила 12,2 миллиона рублей. Хочется подчеркнуть важность восстановления именно этого музея. Мы должны помнить и понимать, что современная государственность Абхазии начиналась с Конституции СССР Абхазия 1925 года, в которой впервые в современной истории был обозначен суверенитет государства Абхазии с осуществлением государственной власти на всей территории самостоятельно и независимо от другой власти. И в этом несомненная заслуга Нестора Аполлоновича Лакоба. Наш долг, как продолжателей и наследников, сохранить память об этом периоде нашей истории и о выдающемся сыне абхазского народа и восстановить простоявший в разрухе более 30 лет музей имени Нестора Лакоба. В рамках подготовки к 30-й годовщине победы народа Абхазии в Отечественной войне провели ремонтные работы в Государственном музее боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Также были отремонтирована кровля в доме-музея основателя абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гуля и в Государственной филармонии. В помещении госансамбля песни и танцы Абхазии был произведен капитальный ремонт на сумму 11,5 миллиона рублей. Кроме того, был произведен ремонт в Сухумском музыкальном училище на 5,7 миллионов рублей. В селе Чулоу был отремонтирован дом-музей выдающегося абхазского писателя,
поэта и государственного деятеля Баграта Шинкба. В святом для всех абхазов месте Лыхнашта идут работы по восстановлению ограды. Стоимость проекта 8,7 миллионов рублей. В Гагре было завершено благоустройство Приморского парка, отремонтирована колоннада, один из символов города. На ремонт было выделено 6,1 миллиона рублей, на благоустройство набережной Приморского парка 13 миллионов рублей, еще 4,2 миллиона были выделены на освещение одной из главных улиц города Абазга. И 21 миллион рублей обошлось благоустройство пешеходных зон вдоль этой улицы. Также были благоустроены пешеходные зоны и тротуары в Пицунде. На это было выделено 3,3 миллиона рублей. Дорогие друзья, развитию физической культуры и спорта Абхазии уделяется соответствующее внимание. Был сделан капитальный ремонт теннисных кортов стоимостью 7 миллионов рублей. Построен мини-стадион в селе Дурыб Шкудаутского района Абхазии стоимостью 4,8 миллиона рублей. Возобновлен чемпионат Абхазии по футболу. Оказывается материальная поддержка профессиональных спортсменов. Обустраиваются футбольные поля, спортивные залы. После более чем 30-летнего перерыва введен в эксплуатацию Сухумский плавательный бассейн. Все эти объекты были отремонтированы и построены за прошедшие 2,5 года. Дополнительные доходы в бюджет от инвестиционных проектов дали возможность закладывать основы для дальнейшего развития социальных обязательств государства перед народом Республики Абхазия. Необходимо отметить госпрограмму по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Было одобрено 50 заявлений граждан по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилья. Из них 9 инвалидов первой группы, в том числе и инвалиды войны, семьи, 21 семья с детьми-инвалидами, 20 многодетных семей. В 2022 году было одобрено 47 заявлений граждан, из них 14 инвалиды первой группы, в том числе и инвалиды войны, 16 семей с детьми-инвалидами, 14 многодетных семей, причем речь идет о семьях с 5 и более детьми, 2 семьи погибших на войне и 1 сирота. Как выяснилось, своего жилья в Абхазии не имела семья погибшего героя войны Геннадия Карданова. В настоящее время этот вопрос решен. Уже 97 семей получили жилье за истекшие 2 года. На эти цели из республиканского бюджета было выделено более 80 миллионов рублей. В 2020 и 2021 годах увеличились размеры доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров, не являющимся получателями пенсии иностранного государства. Так, в 2 раза увеличились пенсии инвалидам в возрасте до 16 лет и инвалидам 1 и 2 групп. В 2,5 раза увеличились пенсии по возрасту за выслугу лет и инвалидам других категорий. В 4 раза увеличились пенсии шахтерам, а также гражданам, имеющим почетное звание народный и заслуженный. Наряду с проведенными работами по текущему содержанию путевого хозяйства РУП «Абхазская железная дорога» постоянно выполняет работы капитального характера, без которых невозможно обеспечить безопасность движения пассажирских и грузовых поездов, а также увеличить пропускную способность железной дороги. Эти работы были реализованы на сумму порядка 96 миллионов рублей. При этом доходы Абхазской железной дороги в 2019 году составили 94 миллиона рублей, а за 10 месяцев текущего года составили 187 миллионов рублей. Граждане и гости Абхазии обратили внимание на регулярные рейсы поездов пассажирского сообщения, увеличение количества их маршрутов. В области морского сообщения для увеличения транзитных возможностей и грузопотока были проведены соответствующие мероприятия в морских портах. В результате дноуглубительных работ в акватории Ачимчирского порта появилась возможность принимать крупнотоннажные суда водоизмещением до 13 тысяч тонн. Ранее Ачимчирский порт мог принять суда водоизмещением не более 3000 тонн. В результате предпринятых действий объем перевалки навалочных грузов через северный причал
Ачимчирского порта увеличился в разы. Также завершены работы по проектированию и удлинению северного причала Ачимчирского порта. Общая длина причального фронта северного причала составит 195 метров. Удлинение причала позволит осуществлять одновременную обработку нескольких судов, а это дополнительные доходы государству и увеличение налоговых отчислений. Развитие портовой инфраструктуры привело к созданию основы для промышленного кластера в зоне Ачимчирского порта. В настоящее время там завершено строительство контейнерной площадки. Такого рода, скажем так, объекта у нас не было. Введен в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей за счет средств частных инвесторов. Улучшились финансовые результаты крупных государственных компаний, таких как курорт Пицунда, Рицинский парк, Новоафонская пещера, Абхазторресурсы. Также создаются условия для пассажирского морского сообщения. Созданы условия для осуществления государственного контроля судов, пассажиров, багажа, обеспечения транспортной безопасности терминала. В целях восстановления авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, которые будут завершены в 2023 году, после чего будет начато строительство аэропорта. Совершая разговор об инфраструктурных проектах, считаю важным отметить, что идет работа по разработке генеральной схемы газификации Республики Абхазия. Природный газ – важнейший альтернативный электрическому источник энергии. Газоснабжение Республики Абхазия является еще одним способом снизить нагрузку на электроэнергетическую систему нашей страны и повысить ее безопасность. Следует отметить, что за отчетный период мы получили рост раскрываемости как преступлений общеуголовной направленности, так и тяжких и особо тяжких преступлений. Особо следует отметить, что такие тяжкие преступления, как похищение людей с целью выкупа, больше не являются частью нашей повседневной жизни. Резко сократилось количество разбоев, грабежей и убийств. Государственные служащие не являются неприкосновенными лицами с иммунитетом от преследования за превышение должностных полномочий, в том числе в корыстных целях. Доказательством этому является уголовное преследование некоторых теперь уже бывших министров и руководителей государственных компаний и учреждений. Закон в нашей стране един для всех. Для качественного изменения ситуации в деле противодействия коррупции необходимо внести изменения в часть нормативно-правовых актов Республики Абхазия. Соответствующие законопроекты направлены мной в Народное собрание парламента Республики Абхазия в сентябре 2021 года. Надеюсь, в ближайшее время они будут приняты. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Это очень волнует нашу общественность. В 2019 году в Абхазии было зарегистрировано 42 тысячи транспортных средств, и это без учета находящихся в стране иностранных транспортных средств, то в настоящее время это количество составляет 68 тысяч. Налицо существенное увеличение дорожной нагрузки. При этом за 10 месяцев текущего года в ДТП погибло 56 человек, так же, как и в 2019. При расчете коэффициента летальности от дорожной нагрузки мы наблюдаем сокращение относительного числа смертей в ДТП на 1000 автомобилей. Это 1,33 в 2019 году и 0,81 по состоянию ноября 2022 года. Но при этом фактическая смертность на дорогах не изменилась. Снижение относительного количества погибших не должно вводить нас в заблуждение. За данными коэффициентов увеличение количества автомобилей, а возросшая дорожная нагрузка выплеснулась в увеличение дорожно-транспортных происшествий на республиканской трассе. Несмотря на проведенную большую работу, а за отчетный период сотрудниками ГАИ выявлено 69 тысяч правонарушений, принятых мер для радикального перелома этой тенденции оказалось недостаточно. Наибольшее количество ДТП происходит в ночное время. Демографические характеристики основных виновников ДТП таковы. Это водители возрастом от 20 до 40 лет.
75% из которых абхазской национальности. Автомобили с задним приводом и автомобили с правым рулем возглавляют этот ужасный рейтинг. Исходя из видов дорожно-транспортных происшествий, основными их причинами по-прежнему остаются выезд на полосу встречного движения, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии. Мы наблюдаем возросшее количество аварий на республиканской трассе Псоу-Ингур. Надо полагать, так сказывается общий рост количества автомобилей и отсутствие освещения в ночное время, что побуждает нас решать и этот вопрос, как в настоящее время осветительные фонари уже установлены на участке Ачимчира-Кадор и в ближайшей перспективе до Сухума. Кроме того, в планах капитальный ремонт осветительных фонарей от Сухума до Псоу. В будущем году мы к этим работам приступим, и эта задача будет решена. Именно поэтому мной было принято решение об ужесточении санкций за несоблюдение правил дорожного движения. Нашей целью является бескомпромиссная борьба с самым непредсказуемым и опасным видом нарушения ПДД – вождением в нетрезвом виде и вождение на большой скорости. Если сейчас за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в размере 200 МРОТ, а неуплата штрафа в 30-дневный срок приводит к лишению прав на срок 1 год, то мы предлагаем ужесточить данную меру и вместе с уплатой штрафа сразу лишать прав нетрезвых водителей сроком на 6 месяцев, а при неуплате в месячный срок лишать права на 1 год. За управление транспортным средством лицами, лишенными права, вместо штрафа, как это практикуется сейчас, будет административный арест. Тут написано 5 суток, я думаю, что на 15 надо. И увеличение срока лишения прав на 1 год. Точно так же будут ужесточены меры за невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это арест сроком на 15 суток с лишением прав на срок 6 месяцев. То же деяние, совершенное повторно в течение года, арест сроком на 30 суток с лишением прав на 1 год. В настоящее время по моему поручению в МВД разработан проект программы по созданию единой системы фото-видеофиксации правонарушений. В целях улучшения ситуации в области дорожно-транспортной безопасности была разработана целевая программа организации системы фото-видеофиксации на дорогах Абхазии. Целью программы является предупреждение и профилактика нарушений правил дорожного движения. Планируется установка 80 стационарных и 15 передвижных комплексов фиксации правонарушений на республиканской трассе и городских дорогах Абхазии. В настоящее время проект рассматривается в правительстве. На разработку и внедрение системы предусмотрено 203 миллиона рублей. Нами предприняты меры по улучшению материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел. В частности, с середины 2020 года по настоящее время увеличение средней заработной платы работников МВД составило 70%. За отчетный период нами было приобретено 144 автомобиля для нужд органов внутренних дел на сумму 126 миллионов рублей. Это такая поддержка Министерства внутренних дел в послевоенный период никогда не оказывалась. Еще 12 специализированных автомобилей мы ожидаем к концу нынешнего года. На их приобретение выделено 12 миллионов рублей. Для снаряжения сотрудников Министерства вещевым довольствием было приобретено вещевое имущество общей стоимостью 21 миллион рублей. Также были приобретены специализированные технические средства на сумму 18 миллионов рублей. Средства радиосвязи обошлись в 10 миллионов рублей. Итого на оснащение личного состава органов внутренних дел было выделено дополнительно 190 миллионов рублей за отчетный период. Мы будем планомерно улучшать материально-техническое снабжение органов правопорядка, приложив все усилия для увеличения эффективности их работы. Дорогие друзья, туризм является одной из важнейших основ нашей экономики, и по показателям в этой области мы видим, что если в 2020 году у нас было всего 420 объектов размещения, санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, гостевые дома, то в 2022 году их количество выросло до 788. Если в 2020 году страна располагала
28 тысячами койко-мест, то сейчас это 39 тысяч койко-мест. Хочу отметить, что речь идет исключительно о зарегистрированных по приезду туристах. В этой статистике не отмечены так называемые дикие туристы, то есть проживающие в частных домах без регистрации. Такой рост обусловлен прежде всего выводом из тени множества объектов размещения и постановки их на налоговый учет. В основном это объекты, которые не были учтены. Общее количество зарегистрированных предпринимателей составило 18 тысяч юридических лиц, а рост их количества за период с 2020 по 2022 год 4593 единицы. Именно столько новых субъектов предпринимательской деятельности появилось за неполных 2,5 года, и речь идет о новых налогоплательщиках, приносящих прямой доход государству и создающих новые рабочие места для граждан Абхазии. В 2020 году планировалось поступление налогов в размере 2,8 миллиарда рублей. Фактически было собрано 2,5 миллиардов рублей. Из-за ковида и других причин в 2020 году план выполнить не удалось. В 2021 году при плане 2,9 миллиарда рублей было собрано 3,4 миллиарда рублей. План был впервые перевыполнен. В текущем году при плане 3,4 миллиарда рублей прогноз сборов на конец года составляет более чем 4,1 миллиарда рублей. Это то, что удалось сделать путем простого улучшения собираемости налогов без введения каких-либо новых платежей, сборов и без увеличения налоговых ставок. Увеличение собираемости по таможенным платежам и сборам можно проиллюстрировать итогами работы Государственной таможенной службы. В 2020 году при плане 2,1 миллиарда рублей фактические показатели составили 1,8. Уже на следующий 2021 год при плане 2,1 миллиарда рублей сборы составили более 2,5 миллиарда рублей. За 10 месяцев 2022 года при плане в 2,3 миллиарда рублей прогноз начислений таможенных платежей на конец года составляет более чем 2,7 миллиарда рублей. В нашей стране существовали достаточно крупные предприятия, десятилетиями не плативших ни одного рубля в виде налогов. В настоящее время они поставлены на налоговый учет, платят и дальше будут платить. Работа в этом направлении будет продолжена. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства Кабинетом министров Республики Абхазия утверждена государственная целевая программа с объемом бюджетного финансирования 50 миллионов рублей, направленная на софинансирование расходов малого и среднего бизнеса. Предполагается поддержка следующих отраслей: туризм, перерабатывающая промышленность, народный промысел, общественное питание. Для дальнейшего укрепления курса на социально-экономическое развитие нашего государства указом президента Республики Абхазия от 22 декабря 2021 года была утверждена государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. В программе обозначены целевые показатели, к которым мы должны прийти по итогам 2025 года. Прежде всего, это поэтапное увеличение средней заработной платы по экономике. Также ВВП страны должен увеличиться на 20% по отношению к показателям текущего 2022 года. Государственный бюджет Республики Абхазия должен быть увеличен на 30%, и собственные доходы в нем должны быть увеличены до 8 миллиардов рублей. Уважаемые друзья, говоря об экономике, хочу коснуться темы необходимости привлечения инвестиций. Считаю важным отметить положительный опыт реализованного инвестпроекта с иностранным капиталом в Ачимчирском районе. Речь идет о туристическом комплексе «Тамыш-Вилледж». Комплекс был построен на заросшем ольхой Тамышском побережье, куда были проведены все коммуникации, дорога, связь и электричество. В короткий срок построено 150 коттеджей, 600 койко-мест. Создано более 150 рабочих мест, из них 140 рабочих мест – это граждане Абхазии. Средняя заработная плата составляет 32 тысячи рублей. Сумма инвестиций в этот комплекс составила 391 миллионов рублей. Объем налоговых поступлений составляет более 12 миллионов рублей ежегодно. География успешного опыта инвестиций не ограничивается одним только
Тамышом. В Ачимчирском районе идет активное восстановление заброшенного более 40 лет назад объекта. Объем инвестиций составил несколько сотен миллиардов рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется летом 2023 года. В Сухуме введен в эксплуатацию Гранд-отель «Сухум» на 42 номера. Стоимость 247 миллионов рублей. В Сухумском районе введен в эксплуатацию глэмпинг «Гаруда» на 100 койко-мест. Стоимость проекта 75 миллионов рублей. В Гудауте введена в эксплуатацию гостиница «Россия» на 350 номеров и 700 койко-мест. В Гудаутском районе построена гостиница «Апсны» на 200 номеров и 400 койко-мест. В Гагре за отчетный период построено 20 объектов общей стоимостью 5,2 миллиарда рублей. Среди них комплекс «Напра Холидей» стоимостью 400 миллионов рублей, спа-отель «Напра» стоимостью порядка 300 миллионов рублей, отель «Сокол» стоимостью порядка 150 миллионов рублей и другие. Создано более 400 рабочих мест. Налоговые поступления носят существенный характер. Влияние инвестиций на доходы государства можно проиллюстрировать данными по платежам от крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет. Так, если в 2020 году из 2,6 миллиардов рублей 944 миллиона составляли компании с участием иностранного капитала, то в 2021 году из 1,9 миллиарда рублей 753 миллиона рублей, а в 2022 из 2,1 миллиарда рублей доля компаний с участием иностранного капитала составила 807 миллионов рублей. Мы должны понимать, что все доходы от инвестиций являются фундаментом тех социальных программ, которые реализуются сейчас и намечены на ближайшие годы. Эти доходы прямо отражаются в возможностях нашего государства строить и ремонтировать школы и больницы, кормить и одевать, учить и развивать наших детей. Хочу отдельно подчеркнуть, что иностранные инвестиции – это вовсе не значит продажа земли или неотчуждаемой собственности народа Абхазии. Пока я являюсь президентом Республики Абхазия, исполняю функции гаранта ее Конституции, никакой речи о продаже земли идти не может. Вся моя деятельность направлена на развитие нашей Родины, на формирование ее будущего, в котором предстоит жить нашим детям. Другого пути у нас нет. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо. Мы переходим ко второй части нашей встречи. Начну с вопросов, которые пришли на электронную почту. Первый вопрос связан с обороной, безопасностью. В связи со складывающейся в мире и вокруг нашего партнера обстановкой, какие у нас возможности? Резервисты проводят учения уже несколько недель. Есть какие-то результаты по итогам этих учений и за счет чего нам ждать укрепления обороны? Спасибо за этот вопрос. Этот вопрос связанный с обеспечением военной безопасности, никогда не сходил с повестки дня президента. Хотел бы вас проинформировать о том, что мы проводим все необходимые мероприятия по улучшению мобилизационной готовности. Мы приняли решение и реализуем некоторые изменения оргштатного характера. Мы изыскали для нас, исходя из наших возможностей, существенные ресурсы финансовые для решения данных задач. Мы приобретаем, работаем над тем, чтобы приобрести и приобретаем специальное вооружение. В союзе с нашим стратегическим партнером мы обеспечим безопасность нашей страны, нашего населения. Но нужно быть начеку. Каждый должен понимать, что он имеет долг. У нас есть определенные проблемы по призыву, а это работа с населением. И в этом нам должно помогать население, наш актив. Мы не говорим о том, что у нас нет проблем. Они у нас есть, все проблемы решаемые. Задача стоит серьезная, мы к ней готовы. Помощь нам оказывает нужную, необходимую наш стратегический партнер.
Продолжая тему безопасности, на этот раз речь пойдет об энергетической безопасности. Что ждет Абхазию этой зимой со светом, поскольку вода в плотине уже снижается и может достичь критического уровня. Майнинга, как в прошлые годы, уже нет, но проблемы со светом мы уже чувствуем. Будет переток или веерные отключения. Уважаемые друзья, проблемы энергетики носят давнишний и системный характер. Это та отрасль, в которой сложности остаются. Мы предпринимаем меры для того, чтобы ситуацию исправить, но пока существенных подвижек нет. Все упирается в очень простой аспект. В энергетику необходимо вложить несколько десятков миллиардов рублей. При этом деньги изыскиваются, мы латаем дыры, пока так это можно назвать. Но без света не должны остаться. Мы рассчитываем в этом плане на поддержку России. Нам в эту отрасль надо вложить огромные деньги, привлечь эти деньги. Кредитных денег дешевых нет, значит, надо думать, на каких условиях эти деньги могут прийти. На условиях частного государственного партнерства, на других условиях. Конечно же, при этом мы сохраним контролирующую и ключевую роль государства. Отключения пока будут, сейчас идут ремонтные работы. Отключения мы постараемся сделать так, чтобы были по графику. Если есть какие-то нарушения в этом плане, а иногда они бывают, надо будет на это реагировать, звонить. У нас будет номер специальный, телефонный, выделена линия, звонит туда. Но проблема сложная. Через такой этап прошли все, сидящие в этом зале, люди опытные, знают, какие проблемы были в сопредельных государствах. Вот в Армении, в той же Грузии, когда люди топили дровами, но потом прошла реформа, они привлекли деньги, инвестиции. Да, свет стал дороже, но он стал в доме, он появился. Стабильное обеспечение электроэнергии, эта задача была решена. Другой альтернативы в этом вопросе нет. Ну и, конечно же, поэтапное повышение тарифов. Мы понимаем, что это тяжелым бременем ложится на наших граждан. При этом мы предпринимаем усилия по поэтапному повышению заработной платы. Дальше будет такой вопрос. Я говорил коротко, я могу продемонстрировать. Но это необходимость такая. Ну и, конечно же, у населения сложился долг огромный за потребленную электроэнергию. Значительная часть людей платят, очень большое количество людей не платят деньги. Мы занимаемся тем, что установить счетчики. Вот сейчас 1500 штук было установлено. Там, где это удалось сделать, ситуация поменялась, собираемость повысилась. Мы пойдем по этому пути. Надо изыскивать деньги на эти счетчики. Эти деньги должны быть дешевые, длинные. Не все так просто, но мы этим занимаемся. Без света, так, чтобы это совсем, такого не будет. Отключения будут по графику. Эти графики будут до вас доведены. Спрашивают, почему не дают льготы педагогам на электричество? Для того, чтобы дать льготы педагогам или другим категориям граждан, надо иметь деньги, чтобы эти льготы перекрыть. Таких возможностей нет. Сегодня государство задолжало Черноморэнерго 400 миллионов рублей, 400 миллионов из 2 миллиардов, которые этой компании должны, 400 миллионов – это примерно деньги, которые мы должны были возместить, государство, за счет льготников. Нет таких возможностей. Я хочу, чтобы вы знали, дорогие друзья, за все 29 лет послевоенные впервые плановые показатели по бюджету были выполнены в прошлом году. И все эти деньги ушли на ковид. На ковид и на то, что подтопило наше население. Это для нас там под миллиард рублей сверхплановых денег заработали, но у нас проблем на 100 миллиардов. Мы поэтапно и точечно вопросы решаем. В одночасье этого не будет. Когда в Абхазии будет газ, во что это нам обойдется и решит ли это проблему со светом? Значит, что касается газа, это вопрос очень важный. Мы подписали контракт с компанией. В настоящее время идет проект, который называется, реализуется проект «Схема газификации Республики Абхазия».
этот проект в ближайшее время будет завершен, и он будет принят. После чего мы приступим к переговорам с головной компанией, с компанией «Газпром», на каких условиях здесь будет у нас реализовываться газификация. Это нам нужно, потому что это дополнительный и альтернативный источник электроэнергии. Поэтому мы на эту проблему обратили внимание, и поэтому мы выделили деньги на проект по подготовке данного вопроса. Мы привлекаем инвесторов, ведет строительство производства от крупных отелей, также будет запущен аэропорт. Нам уже сейчас не хватает электроэнергии, а эти новые объекты потребляют много мощности. Возникает вопрос, хватит ли нам электричества на все эти объекты? Ну, дорогие, уважаемые коллеги, электричество должно хватить. Это товар. Электричество такой же товар, как и любой другой. Не хватает товара, надо его начинать производить. Ограничения некоторые законодательные надо будет снять. Мы должны позволить частным инвестициям вкладывать деньги в энергетику, в том числе и в генерацию. Так это делается. Никто с собой ничего не унесет. Вот мне интересно знать, что важнее. Вот жить в условиях, когда свет в любое время могут отключить. По непонятной схеме может произойти авария, и это будет стоить 80 копеек. Или платить там 1,5 рубля и твердо знать, что в любое время ты имеешь свет. Так живет весь мир. Мы частичка этого мира, мы должны к этому прийти. Вы знаете, сколько стоит электроэнергия в Краснодарском крае, в России? 5-6 рублей. Там нет заработной платы в 5 раз больше, чем здесь. Там средняя заработная плата в 2 раза больше нашей. А услуги коммунальные, услуги за энергетику стоят в 10 раз больше, чем у нас. Вот эту ситуацию придется нам выравнивать. Никакой инвестор в Абхазию вкладывать деньги не будет, если он не будет уверен в том, что его объект будет серьезным образом гарантирован. Те же проекты, которые будут реализованы в Гагрском районе. Дополнительно идет ремонт инфраструктуры. Там идет увеличение трансформаторной мощности в Пицунде, увеличение возможностей по доставке воды. Это все финансируется, эти работы идут, и они будут продолжены. Поэтому вопросы будем решать и решаем комплексно. Выйти из стадии документов очень непросто. Будут ли повышены пенсии и пособия семьям погибших? Сейчас это 5500 пенсия. На семьи погибших не распространяются льготы на приобретение лекарств в аптеках, как в отношении инвалидов. Повышение абхазской пенсии. Что касается повышения пенсии, в комплексе мероприятий, которые мы готовим к 30-летию Победы, все без исключения ветераны, инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат существенные добавки. Это как минимум. Все без исключения ветераны, инвалиды Отечественной войны народа Абхазии. Это у нас в плане, на это дело мы деньги изыскали, и выплаты будут в 2023 году. А кета ан харги расчет как хамана нутацер ан джукрей военачо ин ацани не кумшоп хапшуп хочет. Как минимум, это мы решим. Ялцер еще добавим. Топливный вопрос. Наши службы как-то могут контролировать цену на бензин или эта сфера зависит от других причин? Уважаемые граждане, вы осведомлены о том, что мы не производим горюче-смазочные материалы, ГСМ завозится из Российской Федерации. Сейчас, в эти дни, по моей информации, которой располагаю, цены почти выровнялись с городом Сочи. Ну, дешевле, чем в России, не будет, но постараемся сделать так, чтобы дороже не было. Мы этим занимаемся. И то, что сегодня цены выровнялись, это тоже работа определенных людей. Скажем так, игроками этого рынка. Цена формируется в России. Мы их ограничиваем. Наших трейдеров мы, наоборот, ограничиваем. Есть верхние планки, которые они не имеют права превышать. Сумеем ли опустить ниже? Посмотрим, работаем над этим. Как вы прокомментируете выдачу абхазского паспорта гражданке Грузии? Кем был ее отец во время войны? Что она делала на территории Абхазии? Кто лично несет ответственность за госизмену? Если то, что вы сейчас сказали, соответствует действительности, как я это могу прокомментировать? Есть нарушение законов, и компетентные органы должны в этом вопросе выйти на истину и привлечь
виновных лиц. Я проживаю в Абхазии с 2000 года, у меня жена абхазская и 2 детей, у меня болит душа за столицу. С тех пор, как первый раз увидел город, он только ветшает. Нет единой архитектуры при строительстве новых зданий и магазинов, вокзал и все дома вдоль трассы. И самый главный вопрос, когда мы сможем выбирать мэра сами? В городе очень много проблем, и они сохранились. Но тот, кто не хочет увидеть, тот не увидит. Но работы у нас идут. И дороги мы ремонтируем. Не так быстро, как хотелось бы. Но то, что делается, делается качественно. Вы спросите у жителей этих дорог, они довольны или нет? У жителей этих улиц. Ну, конечно, возмущаются те, у кого этого нет. Но это тоже будет, это тоже деньги. А что появление новых отелей, это не изменение облика города Сухум? А те работы, которые проводятся на набережной, обустройство набережной, фонтан, немного, но это же делается. Это же государством делается. А вот для того, чтобы у нас в городе все было по-другому, в Абхазии в целом, в столице, государство и говорит о том, что необходимо, дешевых, бесплатных денег не будет. Нам необходимо привлекать инвестиции. Они рискуют своими деньгами. Вот мы создаем условия, пытаемся создать. Находятся люди, которые, наоборот, этому препятствуют. В Западной Абхазии там немножко другая картина. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, то, что 2 башни стояло в Ачимчире и в Гудауте, 40 лет, как призрак эти башни стояли. И нашлись люди, инвесторы, которые это восстановили. Я не могу понять, это плохо или хорошо? А для чего мы пытаемся построить аэропорт? Для чего? Если у нас сезон 4 месяца или 5, будет аэропорт, на 2 месяца будет больше, на зимой будут прилетать. Достаток будет в семье, достаток будет в доме. Хатырско президент и губсвязарги қалапа презцарах и симхарсыл шомажлар рахроб. Ироуран ико магала апсуа хылчтра ео апсуа паспорт. Уи вякно гозавила гала арцета парламента Анпи. Идет процесс изучения. Ареуси чагула радшоп, азусак баана гаримоп. Шашука чакбаана гара Крымоп, Ареус, гук псыкала азнея ратахоп, щукушек гук псыкала узумиш азнео, щукушек изневает абриала хриха, а цвя зал хох зал мухоха, уск яхоп шукоп, убри анпи Ахмед Сакзаква шачала азхуцрей, аус адулара хачуп хахоп шует, и шейха убуси ахцо. В Абхазии много молодых ребят, которым сегодня не хватает спортзалов и площадок для спортивной занятости населения. Возможно, в новом 2023 году назвать годом спорта и уделить ему больше внимания. С уважением, Акуция Виктор. У нас не хватает детских садов, у нас не хватает лечебных учреждений, у нас много чего не хватает. Вообще нам не хватает развития экономики, поэтому у нас проблемы везде. Спортзалы, нам помогают меценаты, нам помогают бизнесмены. Кстати, вы можете спросить, задать вопрос главе администрации города Гагры. Там инвесторы строят спортивный комплекс стоимостью более чем 200 миллионов рублей за свои деньги. А мы их клеймим там, где возможно и невозможно. Слава Богу, для тех, кто хочет заниматься спортом, какое-то количество залов и спортзалов мы имеем. У нас очень хороший климат. Спортом можно заниматься круглый год. Вопрос про апартаменты. Апартаменты Яхана Той, Кыр Яхахома, Яна Гой. Объясните нам, это продажа или аренда земли, в чем наша выгода? Это похоже на военные базы? Уважаемые коллеги, что касается апартаментов, у нас нет достаточного количества нормативных правовых актов, которые регулируют данный вопрос. Но могу вам рассказать, как решаются такие вопросы, например, в Российской Федерации. Это, по большому счету, имеет отношение к туристической отрасли. Это повышение туристического потока. Это развитие строительной отрасли. Это автоматическое развитие иных отраслей. Вот объект, который планируется построить в Пицунде, чтобы вы понимали, да? Это имеет отношение
к туристической отрасли. 150 тысяч туристов там будет отдыхать в год. Вот для того, чтобы обеспечить их питанием 150 тысяч в год, нужно примерно приобретать на 1000 рублей в день, если это 1,5 миллиарда рублей. Если даже исходить из того, что только 30% продуктов питания будет приобретаться у нашего производителя, мы получим за счет одного объекта, только одного объекта, рынок сбыта сельхозпродукции на 500 миллионов рублей. Это хорошо или плохо? Вот вам ответ. Для того, чтобы инвестор вложил деньги в Сухумский аэропорт, он должен иметь определенный поток туристов, определенный поток людей. Он же считает? Он считает. Так вот, только один объект, Пицунский, в котором в год будет отдыхать 150 тысяч, только 30%, если прилетит в Сухумский аэропорт, это 50 тысяч человек. 50 тысяч человек, средний борт, не крупнофюзеляжный, это 500 посадок и 500 взлетов за сезон, понимаете? А для того, чтобы аэропорт работал в безубыточном режиме, как говорят специалисты, в день там должно быть около 4 рейсов и выше. Вот прежде чем вложить деньги в аэропорт, инвестор считает, будет поток, он знает всех, кто здесь будет строить объекты, он знает емкость их номеров. Другое дело, что государство должно все контролировать, объемы этих объектов, где они должны быть. Государство должно утверждать генеральные схемы, генеральные планы, чтобы там не было хаотичной застройки. Поэтому в целом я к данному явлению отношусь исключительно положительно. Анаюспиазара Лукашенко да Азгеевсна и Хахуакр Юхама. Что ждать нам от союзного государства? Дорогие друзья, на самом деле приезд Александра Григорьевича вызвал большой интерес у нашего населения. Вот смотрите, как бывает в жизни. Год тому назад была совершенно другая реальность. В феврале этого года началась специальная операция, возникла большая серьезная проблема. В рамках этой проблемы стали очевидны истинные отношения государств и народов друг к другу. Есть понимание верности союзническому долгу со стороны Абхазии к России и наоборот России к Абхазии, Белоруссии к России, России к Белоруссии и так далее. Мы эти вопросы все обсуждали. Александр Григорьевич сказал так: обычно, а он человек очень опытный, если, говорит, вы думаете о том, что политика управляет экономикой, это глубоченное заблуждение. На самом деле экономика управляет политикой. Можно, конечно, какое-то количество лет людей им говорить, что-то говорить, они будут в это верить, но людям нужно, чтобы сегодня и сейчас было дело. Заболел сегодня человек, он должен быть вылеченным, должен получить образование, это сегодня надо. И это все вопросы экономики. Он говорит так: вопросы экономики, там, где у нас товарооборот со страной более 50 миллионов долларов в год, как обычно, как правило, мы открываем посольство. Но Белоруссия реализует большой проект в Очимчирском районе, значительно больше, чем 50 миллионов долларов. И я думаю, что мы к тому времени и подойдем к политическим аспектам наших взаимоотношений. Сам факт его приезда готов оказать помощь и поддержку в плане поставки сельскохозяйственной техники, в том числе в лизинг, в плане поставки технологий, военного оборудования. У них очень современные технологии в Беларуси, они используют, у них очень хорошая продукция, поэтому для меня это было важно. Плюс опыт личного общения с одним из таких на постсоветском пространстве, с одним из таких опытнейших руководителей. Контакты продолжаются, они будут наращиваться, и я думаю, что это принесет пользу нашим гражданам. Я в этом уверен даже. Я в этом уверен. Спрашивают про нефть. Решается ли вопрос добычи нефти? Если да, то на какой стадии? Вы знаете, вопрос добычи нефти в практическую плоскость у нас не перешел. Там идут, насколько я проинформирован, изыскательские работы. Нефть – это тоже экономическая категория очень чувствительная.
Тогда, когда были высокие цены на нефть, бизнесу было интересно, наверное, проекты такие развивать, вкладывать деньги. Сейчас, с учетом военной операции, которая проходит на Украине, цены стали падать, рисков стало больше. Мы же, хотим мы того признавать или нет, мы очень сильно связаны с внешним миром, с Российской Федерацией. И те колебания экономики, которые испытывает Россия, они мгновенно становятся реальностью у нас здесь. Вот пока мы говорили, надо, не надо, думали, соглашались, не соглашались, возможно, актуальность этого проекта уже и прошла. Ну, вот такая вот картина. Поэтому я думаю, что как будет себя дальше вести инвестор, будет ли данный проект доведен до конца. Мы с ним не виделись, мне сложно конкретно на этот вопрос ответить. Еще один вопрос. Как сделать образование на селе еще лучше, чтобы люди не уезжали из села в город? У нас есть проблемы в селе с образованием. Какого характера? Примерно одинаково везде. Недокомплект педагогов, материально-техническое оснащение школ во многих местах производят тяжелое впечатление. Да. Как быть в этой истории? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, как нам быть, как правильно нам действовать, нам нужно с одним аспектом разобраться. Что у нас должно быть на первом плане? Качество образования для детей или сохранить везде школы в селах в таком виде, как они сегодня есть? Только Советский Союз мог позволить себе иметь школы в каждом селе, а в некоторых селах по 2 и по 3 школы. Это было возможно только в советское время. Сейчас таких возможностей нет. Я не готов вам точечно выдать рекомендации, но смею полагать, что мы должны будем прийти к кустовому принципу организации школ. Вот, допустим, какие-то крупные села, там необходимо будет, наверное, я так думаю, создавать школы современного уровня, с полным наличием педагогов, с достаточно развитой материально-технической базой, и там, где преподавание на высоком уровне. Если я вам скажу, что это будет в каждом селе, это вранье, этого не будет в каждом селе. А вот сделать так, а потом обеспечить окружающие села водителями с автобусами и возить детей, вот это, наверное, будет правильно. Но это вызывает серьезное сопротивление. Тут, потому что кто-то скажет, это патриотично звучит, кто-то скажет такой лозунг, а школа хакам, а ката адзамхуса дзюхот усами. Ну, это тезис такой спорный. Ойфико школ шпоо. Яхна томовые школы тахо алтша. А класса анадзпаз руба абсзам арцавьёпикам. А класса анадзно это индивидуально хазат жозар. Арцавью физкультура, химия, биология, пение и танцы аджи хрито по школку. Аджи хидирцо. Взаимоотношения власти и оппозиции. Удалось ли наладить контакты с оппозиционными силами Абхазии? Если нет, то что мешает? Там есть ветераны, герои, достойные люди, точно так же, как и у вас. У нас много общего и, самое главное, одна страна. Значит, если я вам скажу о том, что наладить контакт системный удалось с деятелями оппозиции, со всеми, это не соответствует действительности. У нас есть такие, скажем так, контакты несистемного характера. Мы хотим такие отношения выстроить, но это очень непросто и сложно, потому что в оппозиции совершенно разные люди. Там совершенно разные люди с разным прошлым, с разным уровнем образования, с разным уровнем, скажем так, воспитания и так далее. Но для себя считаю важным эту работу продолжить. У нас, значит, впереди очень много дел. Мы запускаем такой институт, у нас будет комиссия по реформам.
она будет постоянно действующая, комиссия по реформам. Мы всем, всем без исключения общественным партиям и движениям направили письма, пригласили их участвовать в работе этой комиссии. Это реформы, имеющие отношение к политической системе, экономические реформы. Это комиссия, которая должна серьезным образом определить наши приоритеты. Мы приглашаем их к этой работе и надеемся на то, что они примут участие в этой работе. Но что касается вопросов обеспечения военной безопасности, в этом вопросе мы находим, безусловно, точки соприкосновения и взаимодействуем. Это факт, и это отрадный факт. Я еще раз хочу подчеркнуть, для меня важно, чтобы наше общество было консолидировано. Конечно, многое не сделано. Все упирается в то, что нет рабочих мест. Значительная часть проблем в этом. Люди не обустроены, у людей нет источника для того, чтобы содержать семью. Вот там корень всех наших проблем, по большому счету. И при населении 140 тысяч граждан, трудоспособного населения, и официально работает там 40 тысяч, самозанятых 1030, всегда будут такие сложности. Потому что официальный уровень безработицы, он не должен быть 5-7%. Тогда будет стабильность в обществе. А к этому, чтобы прийти, необходимо нам задействовать все наши механизмы. Вот когда говорят о том, что мы продаем земли, я уже на этот вопрос ответил, что это неправда. А я вот хотел бы задать такой вопрос, уважаемой аудитории. Разве у нас проблема в том, что у нас нет земель? Разве у нас есть такая проблема? Разве у нас проблема не в том, что наши земли мы не в состоянии обработать? Разве проблема не в том, что наши земли заросли бурьяном? Мы все с корнями связаны с селами. Если кто-то из вас мне не верит, обратите внимание на каждое на свое село и пусть поинтересуется, какое количество земель в советское время в селе обрабатывалось, когда были колхозы и совхозы, и какое количество земель сегодня обрабатывается. Земля нас должна кормить, она же для этого нам нужна. На земле мы должны решать все свои вопросы. На сегодняшний день из Сухума до реки Ингур 100 с чем-то километров. На первой линии работающих объекта только 2. Субтропический климат, первая линия, все занято. Но мы же эти земельные участки выделяем для того, чтобы государственные земельные участки, чтобы этот участок приносил пользу и тому, кто выделили, и тем, кто хочет там работать. Для этих же целей. В Сухумском районе ни одного отеля, 18 километров, ни одного отеля, который работает на первой линии, нет. Если мы так будем относиться к своей земле, как мы разбогатеем? Как она нас будет кормить? Никак. Поэтому, конечно же, мы должны понимать, как этой землей пользоваться. Должны быть отдельные категории земель под сельскохозяйственные нужды, там промышленные земли, рекреационные земли, пастбища. Уважаемый Аслан Георгиевич, государство отправляет миллионы рублей на оплату за лечение за рубеж. Нельзя вложить эти суммы на открытие объектов здравоохранения в Абхазии? Значит, на открытие объектов здравоохранения в Абхазии вкладываются огромные суммы. Вкладывались и вкладываются. Мы в ближайшее время, в будущем году, приступим к строительству детского медицинского центра. Это большущие деньги. Дорогие друзья, медицина развивается, направления медицины развиваются. К сожалению, болезней меньше не становится. Но у нас никогда не будет, я так думаю, в обозримом будущем таких медицинских центров, где мы могли бы решить все, не выезжая из Абхазии. Это потребует десятки, может, несколько десятков лет системной работы, чтобы огромные деньги вкладывались в эту очень важную работу. Кардиологического центра у нас нет. Тут надо вопросы медицины, к ним относиться очень взвешенно. Но мы же имеем возможность по полисам. Были пункты раздачи российских полисов медицинских, полиса, правильно?
Люди имеют право выехать. Но вы знаете, из России тоже выезжают в другие страны. Ну, я думаю, что поддерживать на приемлемом уровне учреждения здравоохранения мы обязаны, и мы это делаем. Пожелание такое, опять-таки, правоохранительная система, реформа нужна, законы нужны. Мы вас поддержим, будьте жестче. Наша молодежь губит себя. Пусть парламент ужесточит законы. Есть динамика по существенным видам преступлений, динамика хорошая. Дальше надо идти. Я вам всем благодарен, ваше мнение очень важно. Вы меня поддерживали, вы меня избрали. Нам, вот так вот мне интересно знать, разве мы испытываем некий гнет со стороны правоохранительных органов? Разве они перебирают? По-моему, наоборот, надо ужесточить работу. И нужны соответствующие нормативные акты. С такой стороны надо будет подойти. Да, давайте, спасибо, спасибо. Много времени, много лет в Абхазии говорили о необходимости конституционной реформы. Хотел бы вас проинформировать. При мне уже была создана очередная, не помню по счету, какая комиссия по конституционной реформе. Они выработали свои рекомендации, и эти рекомендации в виде изменения в законопроект направлены в парламент. Они направлены в Конституционный суд и направлены в парламент. Как я вам и говорил, в ближайшее время все эти вопросы будут вопросами, которые будут обсуждаться на парламентской площадке. Вот такая вот история. Поэтому в этом смысле существенный шаг нами был сделан. Аслан Гаргипа, в свое время Ингурский ГЭС, второй перепадной ГЭС, третий перепадной ГЭС, четвертый перепадной ГЭС работали. К великому сожалению, раскурочили. Можно ли восстановить вот эти объекты силами инвесторов? Газификация их что дарит обупа ахахавит дара епсу усне хабхезот табу. Тау. Хатарскую юзша. Харатахума абартаперепадный гесха шизлашавио. Вы ваикат соратшоп, а канал чеси аузарц валагар. Вы за пара хадара дерасоп. Адзы виясницот, адзамч х яхзар ходзом. Избанагзар астанцикой мухуп и ацазам. Абартастанция куанке узширваз. Убуртус канирыма за проектную мощность. Я заигухой аутарцы зихун, а специалист шухан сквалов мербен шуксо, хахпе станция Азаз, австрийская компания штуки хокук. Борт расчетку арце. Расчетку арца на брие псоп шуини хюба миллион евро анза, плюс-минус. Шуини хюба миллион евро эха, шуя шаалой, шуя миллиард крома геубус. Ибхани шесть хозяевш. وإذا فرح حرح نتكرر شيء قدام حرح خطو بجد في مليار كروبيكو وبري بجد بنسانير يحترب ويخوجي كوبيا ويشتغل يحترب حكيم يحترب أشيم زرع علار حجرجل روب عمي يخوج حرجل روب وبرزيجي برخ وجراك اشتقن زي جوزالته هتقول هذا شيء قدام يقن أوعى إنفستر شو وبري يد حلو يبشقوا проект по الزخاز عبري انترس رمن صبخ شخوري عائلة صايرة حالجت عبرت واقعا دار رمشكي غوان رلشارج يعير بيقن أخناس عبرت صايرة كسرتي. И в завершение вот такое вот пожелание, дорогой Аслан Георгиевич, мы вам верим, мы с вами. Спасибо. Спасибо. حترسكو يسرا يا خيز زبرازيجي توب حشاس حرستخوب عريز رايك شرا يا خادم مفهم جزاتس سرجي زجزدرنا دنيا أنوس سقزم يا خدوي حيك شرا جسخي سرخوت حبخقة
ҳаҳәоу еиқәшәаны, ҳаизыӡырҩны, ус бзиақәа рҿы ԥхьаҟа ҳа сгәы иаанагоит. Ишәзеиӷьасшьоит аизҳарақәеи ақәҿиарақәеи. Иҭоуп шәахь исзыӡырҩыз. Абзиара шәсаҟала.